Такс. Ассаламу алейкум. Приветствуем всех. Это опять я, опять со своим телефоном. Хочу вам разъяснить ситуации, которые находятся на территории Украины. Я думаю, что вам интересно. Луганский, Донецкий проводит очень хорошие специальные мероприятия. Там участвуют очень подготовленные лучшие бойцы Минобороны, Росгвардии и ополчения. Уже Северный Донецкий почти они зашли. И Лисичанск зашли. Несут потери шайтаны. Паника у них. Так и должно быть. Если человек не прав или государство не право, то так и бывает всегда. Украина это закрытый вопрос. Мне интересно Польша. Польша чего добивается. После Украины, если будет команда, мы 6 секунд покажем вам, на что вы способны. Лучше заберите свое оружие, своих наемников и попросите официально извинения за нашего посла. Мы это просто не оставим, имейте в виду. У чеченцев особенно есть хорошая практика. Все, что сделано, возвращается домой. Поэтому вы очень нехорошие игры начали с нашим государством играть. Это те государства, которые входят в НАТО и вокруг, которые находятся. Не играйте под дудку Запада, Америки. Это хорошего не приведет. Экономика рушится во всем мире. Это уже голод. Заводы останавливаются, фабрики. Как мы должны жить? Народ должен определить свою судьбу, а не какие-то шизофреники. Поэтому все сегодня западные, европейские политики стараются, здравые мыслящие не стараются, а те, которые есть болезнь шизофрении, они стараются обвинить во всех грехах нашего дорогого президента. Мы за своим президентом, за президентом, рядом президентом, впереди президента, вокруг президента. И любой его не приказ, а просто слово, это для нас выше, чем приказ. Поэтому прочитайте историю. Россия всегда выиграла все войны. Сегодня у президента доверие до 90%. Это очень сильное влияние. Вот так всегда бывает, когда враг наступает на нас, все народы, все национальности, все религии объединяются и не говорят, что ты мусульманин, христианин, еврей. Мы говорим, что мы россияне. Поэтому я вас попрошу, господа, болтуны, кому не лень, которые выступают против нашего государства, президента, будьте осторожны. Мы не боимся смерти, мы не боимся тюрьмы. Мы за свое будем отвечать. Все, что сделано нами, мы готовы отвечать, нести ответственность за это. Поэтому Украину скоро полностью заберем, и господин Зеленский, в кавычках, или у него кокаин закончится, или он сам додумается и согласится с теми условиями, которые предложил наш президент. Ахмад, сила, Аллаху Акбар, пусть восторжествует справедливость.